Денисовская центральная районная библиотека представляет час мужества Менгелек Ел Алыбы Талгат Бегельдинов. Талгат Якубекович Бегельдинов родился 5 августа 1922 года в ауле Майбалык Акмолинской области в крестьянской семье. Детские и юношеские годы провел во Фрунзе. С 16 лет стал заниматься в аэроклубе. В 1942 году Талгат окончил Чкаловское военное авиационное училище. С января 1943 года он сражался на Калининском, Воронежском, Степном, Первом и Втором украинских фронтах в составе 144-й гвардейской истребительской авиации. В последние месяцы войны его штурмовики участвовали в битвах за Одер. За годы Великой Отечественной войны прошел фронтовой путь от рядового летчика до командира авиационного полка. Совершил 305 боевых вылетов. Прославился своим мужеством, находчивостью, мастерством. Свою первую медаль «Золотая звезда» и звание Героя Советского Союза Талгат Якубекович заслужил в 1944 году. Самолеты под его руководством отважно отстаивали города Кировоград, Знаменка. Сам летчик тогда сбил 4 штурмовика противника. Второй раз этого же звания он был удостоен год спустя, когда благодаря умелой и продуманной стратегии его эскадрилья смогла уничтожить большие скопления вражеской техники и пехоты. В июне 1945 года он принимал участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В 1950 году окончил Академию военно-воздушных сил. Был заместителем командира авиационного полка и начальником штаба. В 1956 году вышел в отставку по состоянию здоровья. Депутат Верховного Совета СССР II и III созывов. Талгат Якубекович прожил долгую и яркую жизнь, никогда не пасовал перед трудностями, во всем всегда шел до конца. Его путь можно назвать примером для подрастающего поколения. Он сам не раз встречался с молодежью, рассказывал о боевых подвигах и силе духа советского народа. Является автором книг «305 рейдов», «Илы атакуют», «Аспандагы Айкас», повествовавших о военных годах. Свои воспоминания о сложном пути к профессии летчика, боевых буднях и послевоенном времени он написал в книге «Илы атакуют», изданной в 1966 году. Книга стала очень популярной не только в Казахстане, но и на территории всего СССР. Подвиг Талгата Бегельдинова лег в основу многих телевизионных передач, документальных и художественных фильмов. Те, кто знал его, рассказывали, что Бегельдинов был очень скромен, прост в общении, безотказен в помощи. Всегда отличался глубоким интернационализмом и не уставал повторять, что именно дружба и единство всего народа принесли победу в Великой Отечественной войне. Так хочется верить, что Талгат Бегельдинов будет с нами вечно, ведь пока жива память, жив человек.